В последние годы проблема загрязнения воды одна из самых актуальных в Кыргызстане. Она существует и в крупных городах, и в отдаленных селах. Река Ларча протекает в самом центре столицы, прямо под окнами администрации Ленинского района. Проходя сквозь крупнейший рынок города, она наполняется мусором. Такая же ситуация в городе Ош, где в реку Ахбура сбрасываются отходы с местного рынка. Эта вода откуда? Она чистая, пить можно? С Акбуры. Значит, с Акбуры берете. А отходы в Акбуру выливаете? Нет. Ну, мусор, волки, траву. Я вижу, берег превратился в мусорный полигон вдоль реки. Мертвые животные валяются. Человеческая психология такова, если в реку мусор выбросить, ничего не будет. Особенно много люди выбрасывают бытовых отходов. В городе Ош те проблемы, которые связаны с экологией, поднимают обычные граждане и гражданские активисты. С одним из них мы сейчас встретимся, который публикует эти проблемы у себя на странице в Фейсбуке. Здравствуйте, Нурлан. Здравствуйте. Вы сами здесь живете, да, в этом районе? Я живу в этом районе. Вот как раз я хотел сегодня показать вам проблему. Я вот живу на этой улице и постоянно вот, когда идем по дороге, вот когда в канале нет воды, вместо воды как бы течет как бы сточные воды. Дома, которые расположены вдоль вот этого канала, они все свои канализационные трубы они вывели именно на этот канал. Жителям это удобно. Это удобно и дешевый, наверное, им дешевле, наверное. На запрос гражданской активистки Гульгакы Мамасалиевой о состоянии воды в реке Ахбура санэпидемнадзор города Ош ответил, что анализы в мае и в июне 2021 года не проводились. Бытовой мусор загрязняет не только реки, но и большие водоемы. В пригороде Бишкека рядом с Аларчинским водохранилищем располагается мусорный полигон. По оценкам экологов, его стоки уже достигли уровня грунтовых вод. По данным биолого-почвенного института, залегание грунтовых вод вот в этом месте, ну, действительно, оно очень низкое, 2-3 метра, вот уже начинается вода. И фактически этот вот весь мусор, он проникает в почву, и с фильтратом, это вот жижа мусорная вытекает, тоже проникает в грунт, вот, просачивается и попадает в водохранилище. И это имеет очень серьезные экологические последствия. Сточные воды попадают в водохранилище, и это водоем, он орошает местные наши поля, которые выращивают у нас овощи, фрукты. Они попадают на рынок нашей столицы и других регионов. Через них они попадают в наш организм. Тяжелые металлы, которые обнаружены в составе воды, они из организма не выводятся, совершенно не выводятся. И они оседают в нашем организме, и ее накопление приводит к хроническим тяжелым заболеваниям. Проблема загрязнения воды актуальна не только для крупных городов, но и для отдаленных регионов страны. В этом регионе у нас, в этом районе Атбаши, нету воды. Вот мы колодцы рыли, она болотная, с запахом и желтоватая, ее пить вообще невозможно. И вот эта речка, мы ей пользовались. Как питьевой, что ли? Как питьевое, потому что у нас больше альтернативы не было. До 2007 года у жителей Атбаши не было проблем с чистой речной водой. Они появились после открытия скотного рынка. Мы находимся у верховья реки, и у нас нет чистой воды. Вы видите тут мусор? Обращаемся со своей землей как враги. Откуда берутся все болезни? Все из-за отсутствия чистой воды. Обращались в санэпиднадзор, а у них мораторий на проверки на 2-3 года. Последние пробы воды, проведенные санэпидемстанцией в июле 2021 года, показали, что вода из реки Атбаши непригодна для питья. Есть еще один фактор, усугубляющий ситуацию загрязнения воды. По законодательству и река Ларча в Бишкеке, и Ахбура в Оше должны иметь водоохранную зону от 50 до 100 метров. Для сохранения реки нужно сохранять ее берег, чтобы не было эрозии почвы. Потому что флора и фауна на берегу напрямую влияет на экосистему реки. Но эта норма не соблюдается повсеместно. И новые многоэтажные дома продолжают строить в ущерб экологии. Принято считать, что Кыргызстан – это страна чистых горных рек и озер.
Но в реальности проблемы с чистой водой актуальны для всех регионов республики. И, как мы видим, ситуация ухудшается с каждым годом. И если эту проблему не начать решать сегодня, то завтра может наступить настоящая экологическая катастрофа.